Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как ночью горело кафе на улице Батурина в самом центре Казани. И момент столкновения трех иномарок на перекрестке улиц Тихорецкая и Магистральная в Казани. Машина поворачивала налево и столкнулась в лобовую с Hyundai. В аварии пострадал 11-летний мальчик. У него бровь зашивали там. А также тайник для телефонов в оконной раме, задержание похитителя велосипеда и 2 килограмма героина обнаружили автоинспекторы в восстановленном автомобиле. 2 свертка, обмотанные липкой лентой. Это и не только. Прямо сейчас. 11-летний мальчик пострадал в результате столкновения трех машин на перекрестке улиц Магистральная и Тихорецкая в Казани. Kia Cerato и Hyundai Tucson столкнулись лоб в лоб. Удар был очень сильный. Разбитые машины раскидало в разные стороны. Кроссовер вылетел с дороги на тротуар, пробив металлический забор. А легковушка закрутилась вокруг своей оси и влетела в едущий сзади Kia Carens. Ребенка, находившегося в Hyundai, сразу же госпитализировали. Они в лобовую влетели друг к другу. Авария произошла на глазах водителя Kia Carens. Он видел момент столкновения легковушки и кроссовера. Видел, как легковушка летела в него. Даже пытался объехать неуправляемый автомобиль, но не получилось. Я за этой машиной ехал. Получается, с той стороны ехали. Эта машина поворачивала налево и столкнулась в лобовую с Hyundai. Ее крутануло по дороге и меня отбросило. Момент столкновения был зафиксирован регистратором, установленным в Kia. Видно, что легковушка на перекрестке стала поворачивать налево, не пропустив встречный автомобиль. Kia после столкновения закрутила, и она влетела в едущий сзади кроссовер. Hyundai, пробив забор, врезался в мачту освещения. Пострадал 11-летний сын водителя. У него бровь зашивали там. С рассечением, ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга мальчика госпитализировали в ДРКБ. Тут девушки виноваты. За рулем Kia Cerato была 25-летняя девушка. Свою вину в происшествии она признала полностью. Она говорит, я успею. В итоге не успел. Водитель Hyundai рассказать свою точку зрения на произошедшее отказался. Было не до разговоров. Оплатить ремонт автомобиля должна страховая компания. Страховку выплатят и владельцу Kia Carens. Но мужчина все равно опечален. Машине хоть и 14 лет, но как новая, на ней почти не ездил. У нее пробег 112 тысяч. Вся в родном окрасе была. Всю полноту ответственности за произошедшее, вероятно, предстоит нести девушке, водителю Kia Cerato. Если страховых выплат не хватит, на восстановление Hyundai выплачивать разницу ей предстоит самой. Вероятно, что ее могут и лишить водительских прав. Это будет зависеть в том числе и от состояния пострадавшего ребенка. Вероника Гайнуддинова, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Летняя веранда кофейни вспыхнула ночью на улице Батурина в Казани прямо под стенами Кремля. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 около 1:30 ночи. К приезду пожарных подразделений кафе горело открытым пламенем по всей площади. Дорогу для движения тут же перекрыли. Работники соседнего бара, почувствовав запах гари, самостоятельно эвакуировались на улицу. Они рассказали, что летняя веранда сейчас не работает. Там никого не было, и почему она вспыхнула, даже не предполагают. Газ в павильоне не подведен, подключено только электричество. Дым заполнил стоящий вплотную дом. Его жильца спасли из окна 2-го этажа при помощи пожарной лестницы. В 2 часа ночи пожар был полностью ликвидирован. Кафе площадью в 120 квадратных метров сгорело дотла. Причину сейчас выясняют дознаватели. Удобно и просто разместились 9 мобильных телефонов, зарядные устройства к ним, сим-карты и колоды игральных карт в пластиковом профиле оконной рамы, которую привезли в исправительную колонию номер 4 в Нижнекамске. Но вот доставить посылку адресату не получилось. Тайник при проверке обнаружили сотрудники исправительного учреждения. Правонарушение совершил 26-летний житель Нижнекамска. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Документы направлены в суд. Велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей лишился курьер службы доставки продуктов на улице Энергетиков в Казани. 31-летний мужчина приехал по нужному адресу доставить заказ, а когда вышел на улицу, на месте своего средства передвижения не обнаружил и обратился в полицию. Подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали по горячим следам на улице Декабристов. Мужчина не стал отрицать свою причастность и сознался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Велосипед изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. В свое оправдание подозреваемый 27-летний нигде не работающий уроженец Чувашии сказал, что велосипед он не крал, а просто нашел и взял бесхозный. Это транспортное средство было ничем не защищено от похищения. Хозяин не подумал его даже пристегнуть замком к забору, но все равно по факту кражи было возбуждено уголовное дело. К слову, о безопасности своих средств передвижения курьеры беспокоятся далеко не всегда. Масса тому примеров зафиксированы камерами домофонов. Приехав по адресу, они просто оставляют велосипеды в надежде, что выйдут через пару минут, и не всегда находят их там, где оставляли. Без малого 2 килограмма героина обнаружили автоинспекторы в тайнике «Лады» под управлением 25-летнего водителя. Автомобиль остановили на контрольном посту полиции для проверки документов. Но по поведению молодого человека, сидящего за рулем, поняли, что досматривать придется всю машину и очень тщательно. Просто так, без причины, люди при виде полицейских так не волнуются. 2 свертка, обмотанные липкой лентой. О том, что его песенка спета, 25-летний водитель «Лады» понял, когда его остановили на контрольном посту полиции при въезде в Казань. Поэтому и разволновался. Это и заметили стражи порядка при проверке документов. Досмотр машины дал свои плоды. Тайник был оборудован в сабвуфере. При досмотре транспортного средства в багажном отсеке в коробке из-под сабвуфера обнаружено 2 свертка с наркотическим веществом героин массой около 2 килограмм. Дальше молодому человеку не оставалось ничего, кроме как признаться. Около 2 месяцев назад устроился на работу в интернет-магазин курьера. Работа не пыльная. Собрать свертки в одном месте, привезти в другое и получить деньги. Что за груз, знал. В конце января по указанию оператора выехал в город Балашиха Московской области, где возле федеральной трассы М7 по указанным координатам из тайника забрал оптовую партию наркотиков. Запрещенное вещество должен был доставить в Магнитогорск для последующего сбыта. До Магнитогорска груз не доехал. Не скоро до дома, в Башкирию доедет и молодой человек. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы. Рамиль Галиуллин, вызов 112. Больше 33 тысяч литров незамерзающей жидкости, изготовленной на основе метилового спирта, признанного в России ядом и запрещенного для производства автомобильных жидкостей, обнаружили оперативники Управления экономической безопасности. Стражи порядка выяснили, что несколько жителей Татарстана организовали канал поставки незамерзайки из соседней республики. При этом никаких документов на хранение и реализацию спиртосодержащих жидкостей у них не было. Полицейские выяснили, где подозреваемые хранили продукцию. И вместе с сотрудниками госалкоголинспекции нагрянули на склад. В ходе проведенной проверки сотрудниками подразделения экономической безопасности было обнаружено и изъято более 33 тысяч литров стеклоомывающей жидкости в полиэтиленовых емкостях. В настоящее время образцы направлены для проведения экспертизы с целью последующей квалификации деяния и рассмотрения вопроса о привлечении лиц, причастных к противоправной деятельности, к ответственности. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.